أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من اللسان وفقه القول барлық хамды сана, барлық ұлықлау фақат бір Раббыбыз Аллахы Субханаху ва Тағалаға ғана хастар. Көңіл төрлерінен шыққан салават шарифаларыбыз Пейғамбарыбыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға ғана ерішіп тұрса иді. Хөрмәтле қардашлар, хөрмәтле мұсылман ва мұслима дусларым, біз сіздің білән енді иншааллах бүгін давам етербіз. Ән-Нәбә сүрәсін, яғни бүйік Раббыбыз Аллах Тәләнің хәбәре турында болған сүрәні һәм қысқаша ғана айтып кетем. Өткен дәрістә біз сіздің белән өйрәнгән идек Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен, кайсылары безнең кабердә торгызылу турында, қиямет көнендә инде нинди җаваплар тоту турында булганын. На прошлом уроке мы с вами прошли слова Всевышнего Творца, в которых он рассказывает о Великой Вести, и Великой Вестью подразумевается как раз то, что Всевышний Аллах Та'аля поднимет всех усопших из-под земли, все станут со своего кладбища, то есть со своей могилы, и пойдут на ответ перед Всевышним Творцом. И мы рассматривали с вами те моменты, в которых как раз неверные люди, то есть неверующие в воскрешение люди, отрицали вот этот великий акт Всевышнего Творца, и как раз разговор пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям с ними на эту тему. Дальше Аллах Та'аля рассказывает об аде. Поэтому я хотел бы как раз заострить наше внимание сегодня на вопросах ада и рая, потому что нам в советское время всегда внушали, что никакого ада и рая не будет, что мы все умрем и будет просто темнота. Но на самом деле, как бы мы ни думали, что произойдет какая-то темнота, будет какое-то небытие, это личный выбор каждого, но, альхамдулилля, по милости Всевышнего, вера в загробную жизнь, вера в то, что жизнь не кончается после смерти, дает нам энергию жить дальше. Потому что многие люди, даже по всемирному опросу, который был произведен в начале 2000-х годов по всему миру, больше всего боятся смерти. И что смерть – это конец всего. Хотя смерть – это лишь начало. Раббыбыз Аллах Субханаху ва Тааля безне меңләгән еллар элек барлыкка китергән. Һәм без үзебезнең җаннарыбызга, безнең гәүдәләребезгә кергәнчә кадәр әллә ни мең кадәр еллар көтеп тордык. Ләкин бу безнең беренче килү иде, җаныбыз безнең гәүдәгә керү. Һәм инде безнең бу тормышыбызда өченче күченү була, ул кайчан безнең җаныбыз гәүдәдән чыга. И хочу сказать, что наша душа, она постоянно в путешествии. И если раньше наша душа хранилась в неведомом для людей месте, из которой ангелы по милости Всевышнего Аллаха вот эту душу перенесли в наши тела, в утробу матерей, когда нам было всего лишь 40 дней, то придет время, что эта душа выйдет из нашего тела. Поэтому души, они постоянно в движениях. Итак, мы сейчас с вами рассмотрим как раз возможность печального исхода. Это ад, про который Аллах Субханаху ва Тааля рассказывает примерно в 10 аятах. Итак, мы остановились на аяте под названием «Инна джаханнама канат мирсада». Поистине ад является засадой. Хаклыкта дагы джаханнам ул сезне көтеп тора торган бер чокыр. Шын барлықта кем жәннәткә эләгә, кем җәһәннәмгә эләгә, ул уже билгеле. Нигә соң без бу тормышны яшибез? Тәкъдир бит бар. Нигә без бу тормышта яшибез? Нигә безгә кирәк монда спектакльдә уйнаган кешеләр кебек, актерлар кебек йөгереп йөрергә бу җир буйлап? Нигә кирәк? Аның турында бик матур бер хадис бар. Пейгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам әйтә, хаклыкта ди, бу дөнья уже Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән тәкъдирдә язылган ди. Ләкин нигә без яшибез дигән сорауга Пейгамбарыбыз әйтә, Аллаһ Тәгалә каршында баскач, аның белән
қаршы айтышмәске. Яғни келіп басып, Раббым, Аллах, нексі мені жаханнамға салдың деп әйтмәс үшін. Чөнки біз бұл тұрмышыбызны ешеп, көріп, аңлап, менә күз алдыбызда біздің диафильм үткен кебек. Менә әлі біз яшьләр идек, менә біз әлі студентлар идек, менә біз үйленген идек, менә біз әтигенә, әнигенә булдық, менә уже Газраил фәрештә дә килеп җитте. Некоторые часто спрашивают, а зачем мы проживаем эту жизнь, если вся наша жизнь предначертана? Мы же верим, что все в нашем мире имеет особый план. И этот план уже начертан Богом многие тысячи лет назад. На самом деле есть очень интересное изречение, в котором говорится, что все это предписано по причине того, чтобы в судный день, когда мы будем стоять перед Всевышним Аллахом, чтобы мы не высказали Ему. Мы специально проигрываем эту жизнь, мы являемся на этой сцене актерами ради того, чтобы в судный день перед Всевышним Аллахом мы смогли сказать: да, я это совершил. Да, это мой поступок. И даже если сегодня мы будем вспоминать всю нашу жизнь, это словно кинокадры, которые мы вспоминаем. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля дает нам возможность, когда будем перед Ним отвечать, вот эти все моменты вспомнить. Если сегодня наша память не настолько хороша, то в судный день мы будем помнить все. Литтагина мааба, поистине это место для тех, которые являются тугьян. Тугьян с арабского языка переводится непокорные. Самый плохой, самый страшный грех перед Всевышним Аллахом, мы считаем, что это высокомерие. Но что есть высокомерие по своей сути? По своему пониманию. Высокомерие – это есть неповиновение тому, кто старше. Культ Всевышнего Аллаха основывается как раз на этой традиции, что Он превыше всего. Мы говорим Аллах Акбар, Аллах превыше. И поэтому, раз Он превыше, все те, которые ниже Его, по своей дарадже, по своему положению, должны абсолютным, беспрекословным подчинением соблюдать все те традиции, нормы, культуры, которые Аллах Та'аля нам предписывает. И поэтому любой грех проистекает как раз с неподчинения, неповиновения. И тагатсызликтен бүтін гүнах ашыға. Лабисина фиха ахқаба, и пребудут они там навечно. И тоже этот аят мы рассматривали с вами на той неделе, говоря, что слово «навечно» также имеет такое понимание, как во многие-многие тысячелетия. То есть имеется в виду, люди, которые совершили грех, они попадут в ад. И попадут в ад кто на тысячелетия, кто на миллионы лет, а кто, возможно, пребудет там и в вечность. Итак, описание ада. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Hem cehennemde alar bir nindi soğuknu da sezmesler. Вала шараба, hem alarga içimlik bulmaz. Yani cehennemde soğuk bulmay. Cehennemnin otu minlegen yıllar kızdırılgan, ul bulgan kızıl tüste. Anları tağın minler yıllar boyu kızdırılıp, ul bulgan ак түсте. Аннары меңләр еллар буе кызгач, ул кара төскә кергән. То есть за многие тысячелетия огонь ада стал черным. Мы же воспринимаем огонь как нечто, имеющее более такой алый, красный цвет, но ад, который разогревается уже миллионы, миллиарды лет, он уже черный. И поэтому говорится, что Аллах Та'аля сообщает про температуру, которая там имеется. «Ля языкуна фиха барда». И никто там не найдет место холодное. Ад будет очень горячим. И рассказывается в одном изречении в хадисе, что если взять камешек из ада, камешек маленький, как фаланга нашего пальца, и бросить его на эту землю, то если бы он упал на гору, он бы испепелил целую гору. То есть температура, жар, который там накалился за тысячелетия, за миллионы лет, настолько суров, настолько мощен, что он будет
раскаливать даже горные породы. Валя шараба, и не будет там никаких напитков. Ну, напитки будут. Аллах Та'аля дальше говорит: «Илля хамима ва гассака», кроме кипятка и гноя. Яни инде қызып біткен қойнар судан һәм кешенең шыққан тененнән пишираклардан. Почему Аллах Та'аля применяет вот такое уничижительное сравнение, вот такую уничижительную аналогию? Коран — это прекрасная книга, но тут рассказывается про гной. Почему? Потому что Аллах Та'аля показывает, что те люди, которые приступали в жизни границы Всевышнего Аллаха, вопрос напитков, алкоголь, некоторые пьют кровь, да, есть. Те люди, которые пьют запретные напитки, они в судный день что вкусят? Гной. Не шато Бордо, который ты пил, не вот это шампанское, не вот это горячительное. Ты попробуешь истинный напиток ада, который, как Мухаммад саллиллаху алейхи вассалям рассказывает, если человек будет выпивать, то у него, говорит, гортань разорвется от жара. И вот этот напиток, говорит, не попадет именно в желудок, а он будет выжигать тело, пока не дойдет, говорит, до его внутренних органов. Это, конечно, безусловно, жесткая риторика Корана, но она обозначена для того, чтобы Аллах Та'аля хочет показать, насколько это страшные места. И также хочется рассказать про еду, которую Аллах Та'аля также в Коране описывает. Говорится, что еды там фактически не будет, кроме как растений в виде колючек. И колючки это будут настолько жесткие и острые, что если человек, говорит, их будет жевать, то его губы, говорит, прямо, говорит, будут разрываться. Рваться будут его губы, его язык. И представьте себе, насколько это страшно и насколько это неприятно. Говорится, что некоторые богачи, которые при жизни были очень богатые и вкушали всякие пищи, всякие явства при этой жизни, которые были стоимостью там $1000 за грамм. Вот, например, есть же какой-то гриб в Европе, я уже забыл, как он называется, который даже, оказывается, свиньи не кушают, но люди его собирают и продают там килограмм за $10 000. Да его даже свинья не кушает. А мы готовы миллионами рублей тратить деньги ради того, чтобы какой-то деликатес поесть. А вот как раз в аду Аллах Та'аля даст наказание за такой исраф и даст каждому человеку прочувствовать. Имеется в виду, богач спустится и будет отказываться кушать то, что есть в аду. Он скажет: я не буду пить гной, тем более гной, который вытекает из моего соседа. Я не буду пить какой-то кипяток, я не буду кушать какие-то колючки. Но эффект голода будет сохранен и в аду, и в раю. Поэтому человек будет голодать. Сколько бы он ни отказывался, сколько бы он ни воротил свое лицо, он все равно подойдет к этому кипятку и будет через нежелание, через нелюбовь пить и кушать вот эти адские явства. Но несмотря на все это, как бы у него не прорывалась грудь от жара, вот от этих колючек не разрывались губы, Аллах Та'аля сделает мощнейшую регенерацию, то есть заживление человеческого тела, и оно будет заживать. И с каждым разом все больнее и больнее. Почему? Потому что даже питье, даже еда в аду будет азабом, наказанием. И чтобы мы не достигли такого уровня, как ученые ислама говорят, мы должны кушать пищу, которая разрешена Всевышним Богом, Всевышним Аллахом. Это, конечно же, питание халяль, это напитки халяль, чтобы Всевышний нам вот таким вот образом не показал свое наказание. Дальше Аллах Та'аля говорит: «Джаза'a уифаqa». Баларның жазалары үзләренә җиткәндер ди. То есть достойное наказание. За что достойное наказание? Потому что эти люди приступили к границе.
как в том аяте, который говорил ранее. Границы в общении с Богом. То есть они не соблюдали субординацию с Аллахом. А какая субординация с Аллахом? Мы должны верить в Него. Мы должны почитать Его в своих намазах. Мы должны с Аллахом, субханаху ва тааля, разговаривать как раб и господин в наших дуа, в наших молитвах. Мы должны в своих действиях, которые выполняем нашим телом, всегда показывать, что мы, люди, являются ничтожными существами по сравнению с существом вечным, в то время как многие люди, считая себя пупами земли, пытаются доказать не только всему миру, а порой даже доказать Всевышнему Аллаху, что Он и есть Бог. Были такие люди. Как вы помните, был фараон, коранический персонаж, был Карун, коранический персонаж. Даже сегодня есть такие люди, которые называют себя богами. Небезызвестная Северная Корея. Очень интересная страна, которую весь мир слышит, я думаю, где вот эти три правителя, которые себя возвели в лик богов. И говорится, что как раз их первый правитель, он не человеческое порождение, а что его боги зачали где-то там далеко в горах, и он спустился в эту землю. И он умер, но его второе пришествие в виде его сына, а сейчас его внук. И поэтому вот эта идеология Чучхе, как она называется, да, идеология труда, идеология того, что Всевышний Бог дает через труд лишь вот эти блага в жизни, это вот крайне неправильный путь общения со Всевышним Творцом. Когда человек возвеличивает другого человека, доводя его до уровня Творца, то Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, безусловно, будет применять не только наказание именно в раю или в аду, а будет применять наказание также и на этой земле. Как вот, например, и мучается весь народ этой интересной страны. Дальше Аллах, субханаху ва тааля, говорит: «Иннахум кану ла ярджуна хисаба». Поистине эти люди, то есть неверующие в то, что Аллах Та'аля существует, что Он будет в судный день всех нас и спрашивать о наших деяниях, что они сделали? «Ла ярджуна хисаба». Они не веруют в хисаб. То есть хисаб – это ответ перед Всевышним Аллахом в судный день. И они в это не веруют. И мне интересно, что мы будем стоять перед Всевышним Аллахом в судный день и будем отвечать за наши деяния. Это крайне тяжелый вопрос, потому что много людей, даже среди наших соотечественников, которые верят в то, что есть Аллах, да, и то, что пророк Мухаммад был, и в том, что в Коране все правильно написано, но не верят в то, что Аллах Та'аля будет за каждую вещь нас отсчитывать. И говорят, ну он же забудет все. Аллах, говорит, ночью не видит. Аллах говорит, то, что там иногда глаза свои закрывает. Аллах, говорит, ночью спит. Мы постоянно пытаемся сравнивать Всевышнего Творца с каким-то дедушкой. У татар даже есть такое понятие Аллах-бабай. Да, когда мы пытаемся представить Всевышнего Творца как какого-то дедушку, какого-то Зевса, который иногда и пошалить может, и поспать может. Вот. Древние арабы тоже так думали, что Бог – это человекоподобное существо, просто ему так фартануло, он там попал, ему там хорошо живется. И вот таким вот образом они не верили, что Аллах Та'аля может за все у нас спросить. Һәм қиямат күніндегі болған хисапқа бұл кішілер шаммайды. Неге шаммый? Чөнки жамағат біріншіден Аллах Та'аланы хисап ала тұрған зат деп қабыл етмәделәр. Икенчеден алар қурқалар. Хисап бере башласаң бүтін нәрсеге бит сөйләргә кирәк. Бүтін нәрсе өчен җавапта торырга кирәк. И вторая причина, почему они не верили в том, что Всевышний будет и спрашивать нас за наши деяния, потому что за все надо отвечать. А отвечать крайне не хочется.
Груза у нас с собой очень много. И поэтому они не спешили в это верить. И что говорит Аллах дальше аяте? وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. И наши чудеса, наш Коран, наши предзнаменования, они сочли кизаба, ложью. Они сочли ложью, сказали, все это как выдумка. Сіздің бұл динігіз, қияметте тұрып басуыңыз, Алла қаршында жауап беру деген мәсәләгіз, бұл барсыда ялған. Улеп шығардың деділер. Сказали пророку Мухаммаду, ты все это придумал. Почему, говорит, Богу надо так заморачиваться, чтобы закапывать нас в землю, вытаскивать из этой земли, потом стоять на этой земле, отвечать за какие-то деяния, за слова, даже за помыслы. Зачем, говорит, это Богу надо? Но Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: «Вакулля шейин ахсайнаху китаба». И знаете, что каждую вещь мы не забыли китаба написать. Һәрбір сіздің әйткен сөзігіз, эшләгән эшегез, һәрбір уй фикрегезне яздыктай. То есть Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля это наисправедливейший правитель. Он малики яумиддин. Он владыка судного дня, Киямет күннің худжасы. И как может быть проявлена высшая справедливость, когда что-то будет упущено, когда что-то будет забыто, в то время как каждый из нас имеет свои претензии ко Всевышнему Аллаху. Мы часто думаем, почему вот Аллах Та'аля твоему богачу, твоему соседу, негодяю дал богатство. А вот у тебя, например, хороший друг, а он умер. Вот как недавно у нас Хазрат скончался, на машине в аварию попал. Хороший человек был. А почему Аллах хороших забирает, а плохих оставляет? У нас очень много вопросов нерешенных, которые мы хотим решить. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля все пишет, все записывает. И дела, и мысли. Поэтому где-то какой-то человек может в словах быть замечательнейшим, но в делах никакой. Зато в мыслях искренний. Поэтому у каждого свой тип разговора с Всевышним Аллахом. Поэтому надо все записывать. Это крайне важно. فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Һәм алыгыз бу газапны, һәм мин сезгә арттырмасмын ди, сораган әйберләрегезне илля дәгәмәр газаптан башка. И Аллах Та'аля говорит: получите сполна. Получите сполна. И я ничего не добавлю к вам, кроме как наказание. То есть Аллах Та'аля говорит это людям, которые попали в ад. На самом деле это один из самых страшных аятов Корана. Поясню. Говорится, что люди, попавшие в ад, будут там находиться многие тысячелетия. Они будут кричать, они будут молиться. После пожара все же у нас молиться спешат, да, как мы знаем, да? После пожара мы все такие искренние, правильные, нужные. И, в аду уже, все плохо. И тогда они будут призывать к ангелу ада. Эй, жаханнам хуҗасы, Аллах Тәгаләгә әйт әле, безгә яңгыр җибәрсен әле, безгә яңгыр кирәк, монда кызу бит, монда түзәрлек түгел. И ответ на эту мольбу Всевышний Аллах Та'аля отправит огромную черную тучу. И огромная черная туча обрадует жителей ада. И они скажут: смотрите, говорит, Аллах Та'аля соизволил, говорит, нам в аду, говорит, облегчение дать. Сейчас будет дождь, сейчас будет прохлада, сейчас мы успокоимся, сейчас будет все нормально. Но когда вот это облако приблизится, с этого облака начнут падать не капли дождя, а всякие гады, змеи, скорпионы, всякие вот существа, которые мы просто не знаем. И они будут хватать вот этих людей за горло, за руки, за ноги, за глаза, за уши. Это будет крайне страшная история. И после этого, когда вот этот дождь газаба пройдет, эти люди замолчат. Почему? Потому что я вам сказал, Аллах на любую мольбу, хорошую, добрую, если человек в аду что-то будет спрашивать, будет отвечать лишь наказанием более сложным. И поэтому говорится, если в аду первое время люди будут кричать и молить, то в следующий раз там будет все тише, тише, тише.
а в одно время они вообще замолчат. И в аду будет только гул, разговоры перестанут. Будет только гул, наказание, боли. Вот как какой-то ваш родственник в аварию попал, там, сломал что-то, у тебя руку, ногу, он же лежит и всю ночь воет в комнате своей, ему больно. Представьте себе, миллиарды людей будут скулить от боли, от страха. И поэтому вот таким вот образом говорится, что через некоторое время в аду все замолчат. И будет уже не до разговоров, не до молитв, не до просьб ко Всевышнему Аллаху, потому что Аллах ничего не добавит, кроме илля азаба, кроме наказания. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля уже в позитивную сторону рассказывает и говорит, что есть те люди, которые, наоборот, попадут в рай. Но до того, как мы будем рассказывать про рай, хочу сказать, что мечтой любого человека в этой жизни является вечная жизнь. Мы боимся бренной жизни, мы боимся, что в любой момент можем умереть, заболеть, пропасть, исчезнуть. И поэтому все мечтаем о вечной жизни. Мәңгілік тұрмыш һәр біріміздің жамағат мақсат. Нешік біз аңа ерішәбіз, біз білмейміз. Ләкин мәңгі яшайсы келе бүтінісің деген. И поэтому Всевышний Аллах Та'аля, Он настолько милостив и к верующим, и к неверующим, что Он даст каждому человеку вечную жизнь. Но проблема в том, что вечная жизнь подразделяется на два вида. Не очень хорошая, ну ужасная, если честно, и хорошая. Мы с вами рассмотрели как раз тяжелый вариант, в котором люди попадают в ад. Рассказали, что некоторые из них попадают туда на тысячелетие, кто-то на столетие, кто-то на миллионы лет, а кто-то навечно. Но есть другая сторона вопроса, позитивная. И позитива, я вам честно скажу, в Коране больше. Почему? Потому что Аллах Та'аля не любит больше пугать. Аллах любит больше воодушевлять. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля применяет в Коране очень много интересных форм воодушевления, которые порой для некоторых могут быть непонятны. Но я постараюсь объяснить. «Инна лиль муттакина мафаза». Поистине, для уверовавших людей есть мафаза. Это можно перевести как и спасение, и то место, где человек получит успокоение. Также есть перевод как успех. Ну, все говорит об одном. Хаклыкта дагы мөминнәргә, Аллаһ Тәгаләгә шын күңелдән шанган, Аллаһ Тәгаләдән шын күңелдән курыккан кешеләргә котылу бар. Һәм бу котылу нәрсә ул җәмәгать? Что такое успокоение души? Это очень сложный вопрос, можно сказать, даже философический вопрос, потому что кого-то не успокоишь и трехэтажным домом, а кому-то и палатка хватит. Кого-то не успокоишь и самой красивой женщиной мира, а кого-то и наша там соседнего дома девушка может успокоить, да? Кого-то, может, не успокоишь и тоннами денег, а кому-то даже 100 рублей, он будет доволен. Поэтому мафаза, успех, довольство у каждого человека свое. Аллах Та'аля дал каждому человеку свою физиологию. И поэтому надо понять, что в раю каждый человек найдет то личностное счастье, которое он пытался искать при жизни в этой земле. Если мы его не нашли, а скорее всего мы его и не найдем на этом нашем бренном существовании, то мы найдем его в раю. И буквально 2 аята до азана. «Хадаика ва а'наба». Там будут сады и виноградные растения. «Ва кава'iба атраба». И там будут полногрудые девственницы. «Ва ка'сан лихаqa». И там будут полные стаканы питья. Ну, имеется в виду напитков рая, то есть это вино из рая. Итак, вот этот вопрос. Вот у нас тут сидят христиане, наши братья православные. Часто мне они задают вот это. Хазрат говорит, у вас рай какой-то телесный. У вас, говорит, рай какой-то телесный. Вы говорите, про женщину у вас там написано в раю, про вино написано в раю, про сады какие-то. Что у вас, говорит, одни сады, что ли? Женщины на уме.
Джамаат, поймите, что Коран был ниспослан очень давно. И кому он был ниспослан? Он был ниспослан арабам, жившим в пустыне, которые мечтали жить в саду. Они мечтали, чтобы у каждого был свой оазис, который смотришь, конца краю нет. Растения всякие, там фонтанчики красивые, животные, что там бегали. Чтобы у тебя женщина была самая красивая, да, безусловно. Чтобы у тебя был алкоголь. Ну, многие задают вопрос, а что тут в Коране? Проблема в том, что как раз аят, который был до этого, и решает вопрос. Лиль-муттакина мафаза, успех и радость будет для тех, которые искренне уверовали. Этот аят был для арабов, для бедуинов, которые мечтали о саде. И ограничивать рай лишь какими-то там растениями, какими-то пальмами или а'анаб, то есть виноградниками, это будет крайне мало и примитивно. Рай – это то место, где каждый найдет радость души. Рай – это спасение. И я хочу ответить тем людям, которые говорят, что у нас рай телесный. Нет. Есть множество аятов, есть множество хадисов, в которых рассказывается как раз, что самым глубоким наслаждением в раю не будет пищи, не будет некоторой палатки, которые, как наши братья-мусульмане любят, там заходишь, говорит, там 70 девственниц. Нет. Самые сильные, самые лучшие радость для человека в раю – это разговор с Аллахом. Тет-а-тет. Ты и Аллах. И Аллах тогда дает такую возможность. Но, как я уже упомянул, у каждого человека своя психология. Кто-то мечтает о глубоких материях, поговорить с Аллахом, посмотреть на лик Всевышнего Аллаха, узреть вообще, что такое бытие. А кому-то палатку подавай с девчонками, и все. Кому-то там растения подавай. У каждого своя физиология, у каждого своя психология. Поэтому во многих аятах Корана мы чувствуем, что кто-то находит радость в высоких материях, а кто-то радуется тому, что ему дадут виноградник в раю. И поэтому мы, когда изучаем Коран, мы, когда читаем вот эти прекрасные строки, мы должны постараться узреть весь Коран. Не ограничивать его лишь вот этими моментами, которые написаны для людей, которые пришли с пустыни, а постараться найти более глубокие смыслы. А в Коране их очень много. Коран большая книга, 600 страниц, 114 сур. Очень много интересных моментов, которые, иншаллах, мы с вами как раз постараемся разузнать. На сегодня, иншаллах, у нас уже время азана. Мы с вами остановимся как раз на этих описаниях рая. Дальше, если, иншаллах, получится, мы с вами еще рассмотрим райское вино. Что это означает, для чего это все. Ну, иншаллах, на этом закончим. Субханаллахума бихамдик, ва нашхаду ан ла иляха илля ант, ва настагфируллаха ва натубу илейх.